Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ишов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. Но вначале коротко о главном. В республике почтили память Зелимхана Кадырова. В религиозных обрядах в Ахмат-Юрте принял участие глава региона. В парламенте республики прошло расширенное заседание регионального отделения «Единая Россия». Его провел глава республики, который также вручил билеты новым членам партии. Мост между прошлым и будущим. В Грозном состоялся третий международный конгресс, посвященный памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Работу съезда открыл советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов. Его глубокая вера, духовная мудрость и любовь к своему народу стали опорой для восстановления религиозных, культурных и моральных ценностей чеченского общества. В Ахмат-Юрте почтили память Зелимхана Кадырова, старшего сына первого президента республики. 25 октября ему мог исполниться 51 год. По этому случаю в религиозном центре Хажин-Беш собрались мюриды со всего региона, чтобы совершить зикр. Участие в обрядах принял и Рамзан Хаджи Кадыров. Репортаж Висхана Закриева. Старшему сыну первого президента Чеченской республики Зелимхану Кадырову сегодня исполнился бы 51 год. В памяти у близких он навсегда остался верным другом и чистосердечным человеком. В этот день по всему региону проходят не только религиозные мероприятия, но и благотворительные акции от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Зелимхан Кадыров был старшим сыном в семье. Он всегда находился рядом со своим отцом, работал в милиции и дослужился до старшины. На религиозное мероприятие в Ахмат-Юрт прибыл и глава республики вместе с родственниками. Здесь он поприветствовал богословов и односельчан. За столом обсудили масштабные изменения в регионе. Они отметили новый район имени Владимира Путина. Ходжа Ахмед Хаджи Кадыров выразил желание посетить его. На территории религиозного комплекса Хаджи-Беш покоится предок Кадыровых, верный мюрид Кунта Хаджи Кишиева Ильяс Биноевский. Благодаря главе региона удалось найти его останки, как и других 67 чеченцев, и вернуть их на родину. Дал нисцедиче, ой гор нислур доцуш, дал и нис да ой гор качиче, ой дал дольшум дуэ. Затем глава региона вместе с Ходжа Ахмедом Хаджи Кадыровым отправились к могиле Ильяса Биноевского. Здесь собравшиеся прочитали салаваты и поминали Всевышнего. Далее глава республики направился на кладбище в селении Ахмат-Юрт, где похоронены его отец Ахмат Хаджи Кадыров, старший брат Зелимхан и другие представители его рода. Здесь прочитали дуа, прося милости у Всевышнего. Глава республики выразил благодарность богословам, которые активно принимают участие в различных религиозных мероприятиях. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики. Неделя.
Глава региона посетил новое предприятие по аренде автомобилей «Элиткар-13». Оно открылось в Грозном на проспекте Мухаммада Али. Для республики проект уникальный. Он предлагает широкий выбор российских машин и иномарок с акцентом на премиальные марки. Об этом лидеру субъекта рассказал председатель Совета директоров фонда Шейха Заида Анвар Усманов. В основном на высшем уровне сервису через приложение уже машин арендовать ищу. Эксклюзивный насчет средний класс категории машин. Не ваш цен, уже горный местный школа молодежи. Не ваш всего до 45 машин на данный момент. И теперь лабюдер будет развиваться школу. Ее прокат. Роллс-Ройс, да. 6 водителей сами бывает еще. Также Усманов заверил, что работа предприятия организована на высшем уровне, а все автомобили в отличном состоянии. Рамзан Хаджи Кадыров пожелал коллективу компании успехов и процветания. В Грозном прошло расширенное совещание регионального отделения партии «Единая Россия» под председательством Рамзана Хаджи Кадырова. Обсуждались итоги работы за прошедший отчетный период и организация выборов, которые пройдут в 2026 году. Подробнее в следующем сюжете. Расширенное заседание политического совета партии проходит с участием главы региона, члена Высшего совета «Единой России» Рамзана Хаджи Кадырова, председателя правительства, секретаря регионального отделения партии Магомеда Даудова и других официальных лиц. Партия «Единая Россия» является ведущей политической силой России, которая последовательно и эффективно работает во благо жителей нашей страны. У истоков создания Чеченского регионального отделения партии стоял наш первый президент, Герой России Ахмад Хаджи Кадыров. В те тяжелейшие для республики годы, когда решалась судьба народа и республики в целом, он заложил прочный фундамент политической стабильности, гражданского единства и доверия к власти. Это стало началом масштабных преобразований, определивших современное развитие Чеченской республики. В своем выступлении Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что «Единая Россия» всегда находилась на передовой развитии региона. Он подчеркнул, что главная задача – это создание всех условий для качественной жизни граждан. Единая Россия, дома совета, балахвешния, беш, отревоч, вай динер, вай эма докум диновай ач, вай мадин дач, дал вай дейтнер бедон, дал вай док, вай цанда, вай дел дуэдил, вай кисо док, дал, вай алхамдулилlah, хуш дал, вай тан бабулин баки белашбу, баки бел, чек бой бац олш. Чекбол дал шигахла дал танкисна дал хай хадакла дал дал бетми uzun дал бетми дал домвайн дал тоштана вайтамана республика совсем новый уровень ялаквай. Также обсудили вопрос подготовки к выборам 2026 года. Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Адлан Динаев подчеркнул, что целью выборов является обеспечение эффективного решения социально-экономических проблем региона и укрепление позиций Чеченской Республики в составе Российской Федерации с повышением уровня жизни населения. Для нашего региона выборы – это не просто формальность, это возможность для жителей определить дальнейший путь развития, выбрать тех, кто будет представлять их интересы на всех уровнях власти. Поэтому участие каждого из нас в подготовке и проведении этих выборов имеет огромное значение. Мы должны помнить, что успех зависит от слаженной работы всей команды, от четкого понимания задач и ответственного подхода каждого. В завершении совещания прошла церемония вручения. Партийные билеты получили заместитель председателя правительства по силовому блоку Абузайд Висмурадов и министр по физической культуре и спорту Ахмад Кадыров. Заместители председателя правительства региона, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев, министр финансов Султан Тагаев и министр труда, занятости и социального развития республики Усман Баширов были отмечены благодарственными письмами. За это время в структуру партии вошли 20 местных и 447 первичных отделений, региональные и местные общественные приемные. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Председатель правительства Республики Магомед Даудов провел расширенное совещание по вопросам исполнения консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев текущего года. Премьер-министр подчеркнул, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается положительная динамика. Также обсудили состояние задолженности по налоговым платежам и меры, предпринимаемые для ее сокращения. В
В Грозном состоялся 3-й международный конгресс «Мост между прошлым и будущим». Он был посвящен памяти первого президента Чеченской Республики. В конгрессе приняли участие советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов, а также практики и исследователи в области народной, традиционной и оздоровительной медицины из различных стран. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. На 3-м международном конгрессе «Мост между прошлым и будущим» собрались ведущие специалисты в области здравоохранения. Среди них кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Дагестан Али Абуязидов. Он уже во 2-й раз принимает участие в форуме. Его цель – поделиться опытом и найти новые идеи. Моя тема сегодняшняя – это биохакинг и герудотерапия. Биохакинг – это борьба с преждевременным старением организма человека. С приветственным словом выступил советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Он подчеркнул особую роль первого президента Чеченской Республики в возрождении исламских традиций в регионе. Его глубокая вера, духовная мудрость и любовь к своему народу стали опорой для восстановления религиозных, культурных и моральных ценностей чеченского общества. Благодаря его усилиям исламская медицина и методы лечения по сунне, такие как хиджама, лечение Кораном и другие, получили признание, развитие и поддержку на государственном уровне. Международный конгресс объединяет специалистов в области народной, традиционной и оздоровительной медицины. Цель – установить связь различных методик с применением современных технологий. Подтверждением эффективности такого подхода является работа Центра исламской медицины в Грозном, которую отметил главный хаджам Чеченской Республики Мухаммед Али Ахарашев. исламской медицины ярджину дерез ховой подчет Центр исламской медицины хаястинч донда больниц. Так цучуха деакнисер уранди шерт ида қырц масуа гор адманца махбалат юш бол беш даючу итвдон бахандал вай пачай оналити вай пачай тиайтин штерголут сани пачо годеш сахилчи харвай махкали лур датер. В течение 3 дней участники конгресса будут обмениваться опытом и знаниями. Также организована ярмарка. На ней представлены современное медицинское оборудование и фармацевтические препараты. Сегодня здоровье народов – это не просто вопрос медицины, это вопрос национальной безопасности, экономического развития и социальной стабильности. Этот конгресс – уникальная возможность для специалистов из разных уголков мира обменяться опытом, найти новые решения и вместе двигаться вперед в борьбе за здоровье народов. Хава Ахмадова, Адам Арсунукаев, Мансур Исмаилов. Неделя. Региональный общественный фонд провел масштабную благотворительную акцию. Она была приурочена к 51-й годовщине со дня рождения старшего сына первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Зелимхана и охватила все районы. Помощь получили малоимущие семьи и родственники военнослужащих. Подробнее расскажет Лиана Хаджиева. В Курчалоевском районе полным ходом идет раздача продуктов. Это куры, молоко, мед, хлеб и многое другое. Местные жители благодарят руководство региона и региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за оказанную помощь. مسانات إجدال قبل ساق يويل وزنديل سيخ دحش دو تكون دق غلقلش دو هقناخ. Жители Ножаюртовского района также выражают благодарность фонду за предоставленную помощь. В Веденском районе за считанные часы помощь получили сотни семей. Как говорят сами жители, для них такая поддержка как нельзя вовремя. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова регулярно оказывает поддержку нуждающимся жителям республики. Кроме этого, идет доставка грузов в зону СВО. Помощь получают как военные, так и жители освобожденных территорий. Лиана Хаджиева, Ибрагим Батаев. Неделя.
В Татарстане обезопасили 2 старинные святыни, а в зоне СВО построили блиндажную мечеть. Об этих и других не менее интересных новостях из жизни мусульман в нашей рубрике «Умма». В Москве пройдет Умма-форум 2025. Он состоится для предпринимателей и экспертов, интересующихся развитием технологий и их ролью в обществе. Также в программе разговор о халяль-медицине и о том, как прививать детям социальную ответственность. Гости форума смогут ознакомиться с продукцией более 200 брендов. В Татарстане обезопасили 2 старинные мечети, установив охранные таблички. Обе являются объектами культурного наследия и поставленные на государственную охрану. Первая святыня возрастом 118 лет сохранила первоначальный облик из-за того, что была построена из природного камня, а вторая считается одной из самых древних в стране возрастом 142 года. В зоне проведения специальной военной операции построили блиндажную мечеть Чулман. Рядом с ней расположилась православная церковь. Это подчеркивает существующее межконфессиональное боевое братство в зоне СВО. Мечеть имеет площадь 12 квадратных метров и способна вместить 10 человек. В Саратове задержан подросток, совершивший покушение на женщину в хиджабе. Учащийся местного колледжа Даниил нанес ей удар ножом в спину, и после этого он разместил информацию о содеянном в социальных сетях. По данным следствия, потерпевшая оказала сопротивление и была экстренно доставлена в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ее удалось спасти. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. Защита суверенитета российского государства, история и современность. Так называется выставка управления Минюста России по Чеченской Республике, которая открылась в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. В мероприятии приняли участие руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов, помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и другие официальные лица. Подробнее в сюжете Хавай Дамировой. На выставке представлены десятки подлинных документов, изображений и фотографий, показывающих хронику попыток иностранного вмешательства от смутного времени и до наших дней. Впервые экспозиция была представлена на Петербургском международном юридическом форуме в прошлом году, а сегодня ее могут увидеть и жители Чеченской Республики. Мероприятие собрало представителей органов власти, общественных организаций и молодежи. С приветственным словом выступил начальник управления Министерства юстиции России по Чеченской Республике Масхуд Таймасханов. Он отметил, что история России – это путь преодоления испытаний и защиты национальных интересов, в которой Чеченская Республика занимает особое место. На каждом этапе развития нашей страны вопросы обеспечения суверенитета находили отражение в праве, деятельности государственных институтов, в гражданской позиции народа. Особое место в этой истории занимает Чеченская Республика, регион с богатой культурой, сильными традициями. Суверенитет государства – это основа независимости, единства и устойчивости России, отметил заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Салман Гадуев. Он подчеркнул, что выставка помогает понять роль права каждого гражданина в укреплении стабильности страны. Это мероприятие имеет особое значение не только для системы юстиции, но и в целом для нашего общества. Оно напоминает нам, что суверенитет государства – это не просто юридическое понятие, это основа независимости, единства и устойчивости России. Результат многовековой борьбы нашего народа за право жить в свободной и сильной стране. Проведение выставки направлено на сохранение исторической памяти и отражает важнейшие этапы становления российского государства, отметил помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Данная выставка призвана популяризировать, сохранить историю, важнейшие аспекты истории нашей страны. Выставка нам демонстрирует, как на различных этапах истории коллективный Запад системно, последовательно, перманентно вмешивался в внутренние дела Российской Федерации. Регулярно предпринимались провокационные попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране, расшатать государственный строй в нашей стране. Данная выставка призвана нивелировать идеологические риски, которые сегодня стоят перед нашей страной. После официальной части гости осмотрели экспозицию. Очень познавательная выставка. Спасибо большое Министерству юстиции, что организовали данную площадку, образовательную, познавательную. Проект демонстрирует, как на протяжении веков Россия отстаивала независимость и защищала свои национальные интересы.
Хава Айдемирова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Санкт-Петербурге прошел международный муниципальный форум «БРИКС». Масштабная площадка объединила представителей более 50 стран и около 2000 городов и регионов. В рамках мероприятия обсуждались ключевые направления развития муниципалитетов: внедрение цифровых технологий, экология, зеленая экономика, туризм и молодежные инициативы. В работе форума также принял участие глава Веденского муниципального района Турпалали Абдулазизов. По его словам, участие делегации из Чеченской Республики открыло новые возможности для обмена опытом и презентации достижений региона, который динамично развивается под руководством Рамзана Хаджи Кадырова. В Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики прошел семинар со специалистами детских садов и школ Шалинского муниципального района. Они проводятся с целью повышения профессиональных компетенций педагогов-психологов в рамках реализации социального проекта «Вектор развития», который направлен на поддержку семей, оказавшихся в кризисной ситуации в результате заболеваний детей до 6 лет. Мы ведем семинар, который состоит из теоретической части по ознакомлению с новой технологией, которая называется «Работа со случаем», направленной на решение возникающейся проблемы у семьи, вовлечением в процесс местного сообщества. В Грозном состоялась презентация масштабного строительного проекта «Мегаполис», реализуемого застройщиком курорты Сочи. Комплекс включает 3 гостиницы, в одной из которых будет располагаться бизнес-центр и 6 многоквартирных жилых домов. Реализация проекта обеспечит создание новых рабочих мест и откроет дополнительные перспективы для развития бизнеса. Мы показали нашу технологию строительства, объяснили, почему мы быстро это сделаем, показали возможности для инвесторов, возможности для военных покупателей, для семейных. Это позволяет приобрести с минимальным платежом в месяц, применить все социальные программы. Приобрести жилье можно будет также по льготным условиям военной ипотеки и программы поддержки семей военнослужащих. Строительство современных гостиничных комплексов и офисного центра повысит привлекательность столицы республики и увеличит число туристов. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в конце 2027 года. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.